Жертв наших властей уже не счесть. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, какая ситуация возмутила многих таджиков. Но ведь это действительно уже похоже на маразм. Подписывайтесь на наши обновления и точно будете в курсе всего самого актуального. 80-летний Зубайдаллахи Разик, осужденный активист партии Исламского возрождения Таджикистана, снова водворен в штрафной изолятор на 15 суток. В Багдадской колонии сообщили, что священнослужитель занимался незаконным религиозным обучением одного из сокамерников – ШИЗО, отделение исправительного учреждения, где расположены камеры для нарушителей режима содержания. Водворенный в штрафной изолятор существенно ограничен в правах. Один из ответственных работников колонии строгого режима в городе Багдад, пригороде Душанбе, подтвердил 8 сентября, что Зубайдаллахи Разик водворен в карцер на 15 суток за нарушение режима содержания в тюрьме. По его словам, несмотря на неоднократное предупреждение, Зубайдаллахи Разик продолжал с использованием религиозных книг обучать основам шариата одного из молодых сокамерников. Мы относимся к Дамуло Зубайдуллох с уважением. Мы ему говорили: пожалуйста, совершите намаз, читайте молитвы, но религиозное обучение в колонии незаконно. Однако он не внимал нашим просьбам. На прошлой неделе он снова нарушил запрет, говорит собеседник, который предпочел остаться неназванным. А как вы относитесь к такому поведению уважаемого человека? Как вы думаете, он делает правильно, что продолжает учить молодежь основам религии, или это не стоит делать? Свое мнение по поводу всего этого напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Хисамиддин Зубайдулло, живущий за пределами Таджикистана, сын Зубайдуллои Разик, говорит, что отношение надзирателей к его отцу и другим членам ПИФТ резко ухудшилось после того, как они в открытом письме на имя президента Таджикистана Эмомали Рахмона заявили о своей невиновности и потребовали пересмотра своих дел. Мой отец священнослужитель. Даже во время обычного разговора он ссылается на Коран и приводит цитаты из священной для мусульман книги. Нас серьезно беспокоит состояние его здоровья. 2 месяца назад, когда отца в первый раз поместили в карцер, его здоровье резко ухудшилось, добавил Хисамиддин Зубайдулло. В июле Зубайдуллахи Разик был водворен в штрафной изолятор на 15 суток за нарушение режима содержания в колонии. Спустя неделю священнослужителя перевели из карцера в обычную камеру из-за ухудшения состояния здоровья. За какое именно нарушение режима был наказан священнослужитель, до сих пор неизвестно. Родные осужденных активистов исламской партии не раз заявляли о пытках и жестоком обращении со стороны тюремных надзирателей. Таджикские власти отвергают обвинения в пытках осужденных. Зубайдуллои Разик был задержан осенью 2015 года наряду с другими членами руководства ПИФТ, которых власти обвинили в соучастии в попытке военного переворота под руководством бывшего замминистра обороны Таджикистана Абдухалима Назарзада. В 2016 году Разик был приговорен к 25 годам лишения свободы. Руководство ПИФТ категорически отвергает все обвинения в причастности к мятежу и заявляет, что цель властей – убрать со сцены влиятельную политическую силу. А как вы относитесь к этой партии и к ее участникам? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наши видео подпиской и лайком. До скорой встречи.